Здравствуйте! В эфире программа «Новости 7». О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажу вам я, Мариам Керимова. Всенародное голосование, ставшее символом возрождения. Это начало мира и первый шаг. Слова, прозвучавшие как пророчество, и перемены, не заставившие себя долго ждать. В республике отметили 12 лет со дня принятия Конституции. Без Конституции нет государственности. Без государственности нет мира. Что изменилось с тех пор? Мы превратили разрушенную до основания республику в прекрасный цветущий край. Торжественная церемония с участием первых лиц прошла в парламенте Чеченской Республики. Одно из величественных зданий Западной Сибири вновь будет использоваться по назначению. Приходилось каждый кирпичик восстанавливать по эскизам. В Томске после реконструкции открыли Красную соборную мечеть. Мы отдаем мусульманам то, что сегодня многие года были закрыты. Историческое здание воссоздано в первоначальном виде и при поддержке главы Чеченской Республики. Мы обратились к Рамзану Ахматовичу. Он первый протянул руку. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. Толстолобик, белый амур и зеркальный карп. В республике начался сезон ловли. Насколько местные хозяйства покрывают потребности жителей в рыбной продукции и как намерены ее разнообразить. Начато строительство парейного хозяйства. Власти всерьез планируют заняться возрождением рыбной промышленности в республике. Для сохранения самобытности этнических групп и взаимодействия с органами государственной власти. Они создаются с целью сохранения и развития традиций, обычаев. В Чеченской Республике создана первая региональная национально-культурная автономия. Какие проблемы помогает решать? Общие нужды доводить до властей. И инфографика, как один из способов узнать о других народах больше. Рамзану Кадырову присвоен черный пояс 6-го дана. И это огромный пример для всех спортсменов республики и России в целом. А в Грозном состоится чемпионат мира по тэквондо. Такое решение приняли эксперты по спорту мирового уровня. Весна 2003 года для всего чеченского народа стала переходным периодом. Не только как время года. Кардинальные перемены произошли в политическом устройстве республики. В Чечне прошел всенародный референдум. И жители проголосовали за то, что хотят жить в братстве с народами России. Конституция республики, принятая по инициативе первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, стала настоящим прорывом из глубочайшего политического и социально-экономического кризиса и положила начало мирной жизни в регионе. Историческую дату в этом году отметили в парламенте, рассказывает Мадина Якубова. Торжественное заседание, посвященное 12-летию принятия Конституции, началось с гимна в Российской Федерации и Чеченской Республике. В парламенте собрались руководящие лица во главе с Рамзаном Кадыровым и многочисленные гости. 23 марта 2003 года произошло значимое событие в новейшей истории Чечни. Этот день дал старт началу мирной жизни. Народ поверил в силу закона и в убежденность Ахмата Хаджи Кадырова. Именно поддержка населения, твердая вера первого президента в завтрашний день и политическая воля главы государства Владимира Путина помогли начать новый отсчет времени. Одним из первых за принятие Конституции 23 марта проголосовал Ахмат Хаджи Кадыров. Все. Анатолий, поздравляю. Спасибо. Спасибо, дай Бог, чтобы было все хорошо. Это начало мира и первый шаг. Народ поверил великому Ахмату, который твердо взял выверенный курс. Без Конституции нет государственности, без государственности нет мира. Ему удалось провести самое великое в ряду других великих дел 23 марта 2003 года референдум Чеченской Республики, по которой мы получили Конституцию, мы получили законы о выборах президента и парламента. Ахмат Хаджи
ушел в бессмертие, Далгазов облдовцев, завещав нам построить ту жизнь, в которой мы сегодня живем. Эта участь, эта доля досталась его сыну Рамзану Ахматовичу Кадырову. Рамзану Кадырову удалось завершить процесс установления порядка на территории региона. Глава Чечни подчеркнул, что 12 лет для истории срок небольшой. Однако даже за этот отрезок времени республика не только возродилась из пепла, но и стала опорой для всего государства. Девиз Ахмад Хаджи звучал так: «Я хочу того же, чего хочет мой народ». И народ сделал единственный верный выбор, который привел нас к миру, возрождению и процветанию в составе России. Это был первый случай в истории, когда всенародный референдум определил будущее республики. Благодаря курсу Ахмад Хаджи мы полностью искоренили бандитизм и экстремизм, сделали наш регион самым безопасным в стране. За прошедшие годы мы превратили разрушенную до основания республику в прекрасный цветущий край, где есть все условия для мирной, счастливой жизни. Наш народ является оплотом нашего национального лидера, президента Владимира Путина, и надежным защитником интересов России. Мы никому не позволим посягнуть на достигнутый в республике мир, порядок и гражданское согласие. Наше единство и любовь к родине является гарантией того, что чеченский народ навсегда покончил с чередой войн и трагедий. Пусть даст нам Всевышний сил и мудрости выполнить это завещание Ахмад Хаджи. Мир на чеченской земле был в угоду далеко не всем. Враги народа были и тогда, немало их и сейчас, отмечает Рамзан Кадыров. Они в первую очередь стремятся разрушить целостность страны. Однако чеченский народ сказал свое слово, и он будет защищать свою государственность в составе России, подчеркнул глава региона. هل شيء نقطة شيء يوقع شيء أعمد عايز وقر واتر هون دعتي تون شيء دعنا نقبل دعنا يويش عن يويش تو خلق لوش الدوق تو دعنا خلق دعنا تون إرسي جلأر سينجوش تغلي عتقن أسد دعنا إيش ليل تبغى سليل تنبر هون دعتي تو دعنا خلت أمرخ دولنا شينا شيء أول عبول جانا شيء دوزنا وشنا دعنا أمرخ دولنا خلق بالبيزم ياقا مخي بالبيزم إلرب بيزر إزويخ دعنا دغن دالدو تندر هوش عشاوي أحمد عجي دعنا واللي راح يكشنا وسنا وصيدو شو دعنا دعتغن وي безопасность وي قانية تانجي وي لوزي ترشات. Если мы хотим строить красивый дом, будущее, тогда нам нужно будет трудиться днем и ночью. Враги нашего государства России, враги нашего президента всячески стараются придумывать всякие разные названия, ярлыки против нас. Это и что? Они в жизни никогда не состоялись. Ничего святого нет. Если мы что-то делаем, мы делаем ради народа, ради государства, во имя безопасности государства, во имя процветания нашего государства. Здесь же были вручены юбилейные медали «60 лет Ахмату Кадырову». Из рук главы региона их получили Магомед Кадыров, Дукваха Абдурахманов, Адам Делимханов и Абубакар Эдельгериев. Также высшие награды Республики ордена Кадырова удостоены начальник Шелковского РОВД Ваха Геремеев и председатель Совета старейшин Шатойского района. Орденом Кадырова Давлетукаев Абдурахман Сайдулаевич, председатель Совета старейшин Шатойского муниципального района Чеченской Республики. С трибуны выступили и почетные гости, в числе которых заместитель председателя Центробанка Александр Торшин. Он отметил, что перед референдумом проектов Конституции было немало, однако именно тот, что был подготовлен под руководством Ахмата Хаджи Кадырова, не вызвал никаких нареканий. 98% это действительно тот самый высокий уровень оценки, который дало чеченское общество этой Конституции. И вы знаете, это работающая Конституция. То, что было 12 лет назад, и то, что мы видим сейчас, даже глазам не верится, что чеченский народ сделал такой огромный шаг и восстановил из пепла красивейший край, красивейшую республику, которая действительно одна из самых безопасных вообще в Российской Федерации, где уровень преступности просто очень низкий, который можно гордиться, в который мы с большим удовольствием всегда ездим, принимаем участие в ваших мероприятиях. Здесь есть чем гордиться, здесь есть чему и поучиться. Действия первого президента Чечни соответствовали не только законам России, но и религии ислам. И это достойно настоящего уважения, отметил муфтий республики. После официальных выступлений участники торжественного заседания присоединились к праздничному концерту, который звезды чеченской эстрады и танцевальные коллективы провели прямо во дворе парламента. Ритмы лезгинки никого не оставили равнодушным. Первый
Новый президент региона и нынешний глава одной из основных задач своего руководства считали сохранение традиций народа. Поэтому неудивительно, что в Чечне более 40 культурных объектов. Также в республике 22 миллиона объема промышленного сектора, где львиную долю составляет производство и распределение электроэнергии, воды и газа. Оборот розничной торговли только по итогам прошлого года составил 119 миллионов рублей, а объем инвестиций в основной капитал перевалил за 62 миллиона. Производство нефти 447 тысяч тонн, газа 159 миллионов кубических метров, объем продукции сельского хозяйства составляет 14 миллионов рублей. Уже вызывает мировую заинтересованность и туристический потенциал республики. Сегодняшний день – это подтверждение не только того, что референдум оправдал все ожидания. Можно смело утверждать, план даже перевыполнен. Мадина Якубова, Абубакар Зубайраев, Новости 7. И хорошие новости для любителей конного спорта. В Дубае завершились скачки на приз Кубок мира. И впервые в истории мировых скачек скакун, представляющий Россию, занял место на призовом пьедестале. За выступлением российских лошадей на бегах следил и глава республики. Рамзан Кадыров находился в Объединенных Арабских Эмиратах с рабочим визитом. Дубайский фестиваль уже давно считается одним из престижнейших во всем мире. Число желающих принять в нем участие бьет все рекорды. О том, как прошли нынешние скачки, Магомед Салтамурадов. Берега Персидского залива в очередной раз принимают знаменитых жокеев, владельцев самых лучших беговых лошадей и изысканную публику. Один только призовой фонд в главном забеге фестиваля Dubai World Cup составляет 10 миллионов долларов. За происходящим на ипподроме Мейдан наблюдает 60 тысяч зрителей и миллионы телезрителей. В их числе глава Чечни вместе с членами семьи, а также его соратники. На ежегодных скачках Рамзан Кадыров всегда желанный гость. И в кругу лидеров арабского мира он уже давно свой человек. Поэтому каждый раз ему устраивают такой теплый прием. Поприветствовал Рамзана Кадырова и премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум и его сын, наследный принц Хамд ибн Мухаммед Аль-Мактум. В финале Кубка в главном забеге вечера Dubai World Cup на 2000 метров выступает российский чистокровный жеребец английской породы Кэнди Бой, имеющий за плечами огромный опыт в крупных американских скачках. Он неоднократно завоевывал лидирующие места. Соперники тоже не из простых. Каждая лошадь, заявленная в соревновании, имеет статус лучшей из лучших, так что приходится нелегко. Но Кэнди Бой, перейдя финишную прямую четвертым, в очередной раз оказывается в числе призеров и завоевывает $500 000. Таким образом, впервые в истории мировых скачек скакун, выступающий от России, занял место на призовом пьедестале Кубка мира. That maybe he would have deserved. He is an 8-year-old. I believe that makes him the oldest World Cup winner. Решением судейской коллегии Кэнди Бой признана самой красивой и ухоженной лошадью из более чем 100 своих соперников, которые принимали участие в этих скачках. Она обскакала чемпиона Кубка 2014 African Story и чемпиона Японии Эпифанея. Рамзан Кадыров поблагодарил жокея Паприка Доба и всю команду. Будем готовиться к Кубку 2016. Задача завоевать его и доставить в Россию, написал на своей странице в Инстаграм Рамзан Кадыров. Хотелось бы, чтобы российская лошадь была первой, но на сегодняшний день уровень сегодняшних заездов самый высокий. Лучших в мире 9 лошадей, из них 4-я российская лошадь. Это, я думаю, что хорошо. И есть перспектива на следующий год быть первыми. И все отмечали, что самый красивый, самый ухоженной в форме лошадь это была российская. И заняла первое место. И заработала плюс $15 000, да, или здесь $15 000. Поэтому я считаю, что хороший результат. Мы будем стремиться быть первым. В заезде Gold Cup также выступила лошадь главы Чечни, чистокровный английский жеребец Меандри, который уже занимал призовое место на дубайских скачках в 2013. После скачек глава республики отметил, что у конного спорта России богатая история и выразил мнение, что есть все перспективы для успешного развития. Для этого необходимо уделить этому направлению соответствующее внимание. Уровень скачек. Если даже у нас рейтинг дома есть, то на международных скачках у них рейтинг 0 бывает. Вот сегодня самый высоким рейтингом были лошади. Если в России ты скачешь 20 лет, нам все равно этот результат не допускает наших лошадей. Тем людям, которые занимаются, надо объединить все усилия, чтобы наших лошадей признали в первую очередь. После этого надо любить лошадей, надо строить ипподромы, конезаводы, и уровень надо поднять. У нас очень любителей много, но те люди, которые хотят заниматься этим проблемным вопросом, мало. И руководство государства
поручил определенным людям, чтобы заниматься. Ну, они так особо не занимаются, они, у нас самый лучший это президента, и то уровень сегодняшний, и вот наш российский, это небо и земля. Вот, ответственно люди надо назначать и поднимать уровень. Вы лично для себя вот сделали какие-то выводы, вы корректировку, там, подготовки лошадей, жокеев, тренеров, что-то, изменения, но вы собираетесь внести? Старт был очень плохой, поэтому вот получилось так четвертое. И все считали его третьим, а я думал, что лучше будет вторым или первым. Поэтому вот так вот мы уверены были. Ну, удача чуть-чуть там, не на нашей стороне была, поэтому мы были четвертый, тоже хороший результат, это призовое место. И я думаю, что и тренера, и жокеи, и кураторы, которые у нас курируют наших лошадей, будут делать выводы, и на следующий год мы активно будем готовить. У нас такой, знаешь, вот, подход, кубок забрать в Россию. И я уверен, иду к нему. Ежегодный дубайский фестиваль стал одним из мировых лидеров по уровню развития этого красивого вида спорта. Список звездных лошадей и их жокеев, желающих принять участие в дубайских скачках, составляет рекордное число и включает в себя представителей со всей планеты. И призовое место, завоеванное Кэнди Бой в финале дубайского фестиваля, стало демонстрацией успеха в развитии конного спорта в Чечне. Чистый араб. Лошади Рамзана Кадырова, любителя конного спорта, весьма успешно выступают в ежегодных скачках и постоянно завоевывают призовые места. В 2013 году в Европе жеребец Меандри выиграл большой приз Европы на скачках в германском Кёльне, а Дакс Колар завоевал большой кубок Праги. Жеребец Кат Милус не только занял первое место на скачках в Чехии, но и показал хороший результат по резвости. Кроме того, жеребец Дашва Туап также одержал победу на дистанции 1800 метров в скачках для начинающих лошадей в возрасте до 3 лет. Нордстрим выиграл дерби среди лошадей до 3 лет на приз президента России. Статик Мемори, Баритон, Айвенга, Свитдаки, Джитана, Эрнанда и другие скакуны вызывают восхищение у любителей верховой езды со всего мира. Магомед Салтмурадов, Ахмед Джабраилов, Абубакар Зубайраев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Новости 7. Достижения главы республики в спорте, а в особенности в различных видах единоборств, на неделе получили очередное признание. Рамзан Кадыров стал обладателем черного пояса 6-го дана по тэквондо. Для вручения диплома в Грозный прибыли мастера мирового уровня из Швеции, Греции и Франции. В рамках визита также стало известно, что в республике скоро пройдет чемпионат мира по этому виду спорта. А торжественная церемония и популяризация боевых единоборств в регионе в материале Магомеда Салтмурадова. Торжественная церемония вручения черного пояса 6-го дана по тэквондо главе Чеченской Республики прошла в спорткомплексе «Олимпийский». С этой миссией в Грозный специально приехали известные в спортивном мире эксперты, которые представляют несколько стран – Россию, Грецию, Швецию и Францию. Рамзан Кадыров назвал это большим событием в его спортивной жизни. Принимать таких гостей – честь для республики. Дорогие друзья, приветствую на Чеченской земле делегацию Европейского и Российского союза тэквондо. Это для нас большая честь. Я думаю, что для спортсменов это большой стимул, и мы уверенно говорим, что мы будем представлять нашу великую державу Россию на международных турнирах, на Олимпийских играх, потому что мы надеемся на вас. И будем надеяться, что судьи будут адекватно относиться к нам, и президент Федерации Европейского и Российского Союза будет относиться к нам с уважением, потому что мы послевоенный регион, и несмотря на то, что у нас были тяжелые времена, наши спортсмены сегодня прославляют нашу государство России и наш народ Чеченской Республики. Черный пояс 6-го дана Рамзану Кадырову присвоен по решению Европейского союза тэквондо. Диплом и атрибуты главе Чечни вручил президент Союза тэквондо России, вице-президент Европейского союза по этому виду спорта Анатолий Терехов и президент Союза тэквондо Европы Сакис Прагалас. Рамзан Кадыров. За весомый вклад в развитие и популяризацию тэквондо в Чеченской Республике гости получили благодарственные письма и памятные подарки. Я посетил многие города, но визит в вашу республику для меня это особый опыт. Гостеприимство людей и прекрасные окружности сделали мой визит очень чарующим. Господин президент, я хотел бы вам выразить особую благодарность за В
Чеченской Республике около 30 секций, в которых занимаются порядка 1200 таэквондистов. За последние несколько лет на разных аренах мира они завоевали свыше сотни наград. Для маленькой республики это большой показатель. Достичь его помогло не в последнюю очередь внимание руководства региона, глава которого личным примером призывает к занятиям спортом. Насколько я знаю, в прошлом году для Федерации таэквондо было приобретено электронное оборудование, вещь очень важная для того, чтобы готовить высококачественные спортсменов. Очень много делается в республике, и скажу честно, я очень надеюсь, что и в дальнейшем все больше и больше представителей будут защищать цвета нашей российской сборной. Ну вот это одна из тех причин, за что же Всемирная Федерация присвоила такой высокий почетный дан, 6-й дан. Он лично уделяет огромное внимание спорту Чеченской Республики. Это не просто глава, у которого есть спортсмены, которые приносят результат. Это огромное для его возраста. Но он сам большой спортсмен, насколько я знаю, значит, может быть и профессионал, но принимает активнейшее участие в различного рода соревнованиях, как смотрю. Вот. И это огромный пример, да, для всех спортсменов республики и России в целом. Рамзан Кадыров – первый и пока что единственный из российских региональных лидеров, который удостоен черного пояса 6-го дана по таэквондо. Это и неудивительно, ведь, как известно, глава республики любит спорт, поддерживает и стимулирует всех, кто нацелен на победу, следит за тренировками, а нередко и сам участвует в них на ринге, в октагоне, на ковре. В общем, везде. Главное, это, как всячески демонстрирует Рамзан Кадыров, вести здоровый образ жизни. В прошлом году, благодаря Рамзану Кадырову, в Чечне получил популярность, кто бы мог подумать тогда, велоспорт. Вместе с соратниками глава республики катался на своем велосипеде по городу, призывая население к активному образу жизни. Его совету, судя по количеству велосипедистов на улицах региона, прислушались тысячи человек. Активно в последние годы с подачи Рамзана Кадырова в Чечне развиваются и смешанные единоборства. В республике прошли и до сих пор проходят десятки состязаний, включая даже турниры международного уровня. Ислам Дацаев, чемпион мира по грэпплингу среди ветеранов, является вице-президентом бойцовской лиги «Ахмат». Считает, что вклад Рамзана в развитие спорта в республике просто неоценим. Для чеченских спортсменов созданы все условия. Глава республики уделяет огромное внимание, за что ему огромное большое спасибо. В каждом районе у нас, в каждом даже, можно сказать, населенном пункте есть уже профессиональные залы, где можно заниматься очень большим количеством людей. Спортивных регалий у Рамзана Кадырова довольно много, причем в самых разных видах. Он является мастером спорта по боксу, возглавляет Федерацию бокса региона. Долгие годы был еще и президентом футбольного клуба «Терек». На недавнем международном турнире «Грозная битва» он удостоен Кубка за развитие спорта от телеканала «Боец». К числу последних серьезных достижений Рамзана Кадырова, не считая черный пояс по таэквондо, который он получил на неделе, можно отнести черный пояс по карате Кёкушинкай 5-го дана, который он получил в конце прошлого года. Мы принимаем черный пояс, 5-й дан. Мы служим ради народа, ради государства и ради нашего подрастающего поколения. 5-й дан по Кёкушинкай Рамзан Кадыров получил по решению президента Международной ассоциации карате Кёкушинкай Шакей Мацуи за большой вклад в развитие и популяризацию данного вида спорта в Чечне. Хусейн Халиев – один из самых известных и титулованных чеченских спортсменов. О его достижениях без преувеличения можно говорить часами. 10 раз он становился чемпионом мира в разных видах спорта. В период подготовки к прошедшему недавно международному турниру по смешанным единоборствам «Грозная битва» много раз встречался с главой республики, который пристально следил за тренировками наших спортсменов. Считает, что Рамзан Кадыров мог бы сделать и хорошую спортивную карьеру. Для этого у него есть все шансы, а главное – данные. И в октагоне я с ним спарринговался, и в ринге, то есть получал его вот этот правый боковой. Я постоянно, когда выходил, говорю, давайте, Рамзан Ахматович, только без правого бокового. То есть действительно очень тяжелый удар, он и разбирается в спорте, и боксирует очень хорошо. Все мечтали, чтобы смешанный вид спорта также стал популярным, как и бокс. На сегодняшний день, мне кажется, смешанный вид спорта, он уже во всем мире прогрессируется, и поэтому ничего не остается у нас в республике. У нас есть бойцы, которые дерутся на высшем уровне. И все это, мне кажется, благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову.
В Чеченской Республике созданы условия для развития многих видов спорта. Регион имеет огромный опыт проведения различных соревнований, в том числе и мирового масштаба. Именно поэтому следующий чемпионат мира по тхэквондо планируется провести в Чеченской Республике. Обладатель 6-го дана по тхэквондо, как известно, считается уже учителем, то есть может передавать свои знания другим. Так что к предстоящему чемпионату мира глава республики при желании может сформировать и собственную команду. Магомед Салтамурадов, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. В городе Томск реконструирован один из самых больших памятников культурного наследия России – Красная соборная мечеть. Зданию более 100 лет, и многие годы оно использовалось не по назначению. И лишь благодаря обращению главе Чеченской Республики удалось вернуть ему первозданный вид. Строители приложили максимум усилий, чтобы мечеть выглядела как в годы своей постройки. На торжественную церемонию открытия съехалось областное руководство и делегация из Чеченской Республики. Собравшиеся отметили, что помимо всего прочего, это является символом укрепления межнациональных отношений. Тему продолжит Адам Хаджиев. Красная соборная мечеть является самой старинной в Сибири. Она была построена в 1904 году на средства общества томских мусульман. В советские годы эта святыня претерпела множество событий. Здание находилось в ветхом состоянии, пока о нем не позаботился глава республики. На официальное открытие мечети приехало много гостей, в том числе и делегация из Чеченской Республики. Я вам всем и руководству области, и всем, кто сейчас находится на этом высоком форуме, передаю слова приветствия от имени главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, Героя России. Рамзан Ахматович, Сергей Анатольевич дружат. Они вместе на Госсовете, они вместе на встрече у президентов. Они вместе на мероприятиях, когда решается у Медведева, Нарышкина, Матвиенко государственные задачи нашей великой державы. Рамзан Ахматович желает тишины этим улицам, мир в наших домах, потому что мы знаем не по тем кадрам 41-45 года и по последним событиям, когда нет в обществе согласия, куда приводит тропа войны, приходит каждый дом, чтобы этого не было. Мы, общины исламские, и там, и здесь должны дружить. Это укрепляет нашу уму, укрепляет нашу государственность. Да здравствует наше единство. Мы поистине благодарим Всевышнего Аллаха за то, что Он наделил своей большой милостью и большим иманом нашего главу Рамзана Ахматовича Кадырова. Из-за этого Рамзан Ахматович Кадыров делает такие благие деяния, не только на нашей территории и за пределами тоже. Алхамдулиллах, на Российской Федерации появилась еще одна жемчужина. Всевышний в Коране говорит, что мечети, места поклонения Всевышнему будут воздвигать те, которые уверовали в Всевышнего Аллаха и в судный день. Крупнейшую мечеть за Уралом советская власть решила закрыть в 1931 году. Долгие годы она использовалась не по назначению. В 2003 году ее вернули верующим, но здание нуждалось в капитальном ремонте. Тогда-то томские мусульмане и обратились к Рамзану Кадырову за помощью. По вручению главы республики на средства регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова она была восстановлена. Курировал строительные работы советник главы Адам Делимханов. Верующие выражали особую благодарность Рамзану Кадырову за деятельность, направленную на развитие и укрепление ислама. Конечно же, мы не можем не поблагодарить от имени Совета муфтиев России и Рамзана Ахматовича, который внес очень большой вклад в восстановление как Томской мечети, как здесь наш брат Дакуваха сказал, и мечети других регионов Российской Федерации и за границей. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему Господу, что мы смогли дожить до этих дней. Многие не дожили до этих дней. И поэтому пусть Аллах Та'аля сделает благословенными Рамзана Ахматовича и все его дела, которые он делает сегодня. И ради мусульман, и ради страны, и ради стабильности, и ради мира на этой земле. Решением Совета муфтиев России за высокое служение делу укрепления межнационального мира и согласия в обществе и значительный вклад в дело реставрации и восстановления исторической святыни томских мусульман
соборной мечети города Томска наградить высшей наградой мусульман России орденом за заслуги главу Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича. Также я хочу зачитать решение Совета муфтиев России также о награждении орденом почета Аль-Фахр депутата Государственной Думы Российской Федерации Делимханова Адама Султановича, который тоже много делал для того, чтобы вот этот наш праздник сегодня состоялся. Рамзан Ахматович Кадыров дал поручение, чтобы в срочном порядке результаты доложили ему. И было поручено Адаму Султановичу Делимханову. И в итоге мы приехали и увидели, что строительство мечети не настолько, оказывается, тяжелое дело, как реставрация и восстановление мечети. Тем более здание внесено в список исторического наследия. И поэтому это очень тяжелый труд. И приходилось каждый кирпичик восстанавливать по эскизам и сохранившимся чертежам. И внутренние работы, и внешние, все приходилось соблюдать. Мы делали все с лучшими специалистами, и фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова выделил необходимую сумму. Мы все гордимся своим лидером, и мы гордимся, что мы смогли восстановить самую старинную мечеть Сибири. В реконструкции принимали участие чеченские и ингушские диаспоры. Начало восстановительных работ стало настоящим праздником и для татарского населения, которое по численности является вторым после русских. В отреставрированной мечети одновременно смогут молиться до 1500 верующих. Мы возвращаем жемчужину старинного красивого сибирского города Томск. Мы отдаем мусульманам то, что сегодня многие года были закрыты. И вот благодаря, прежде всего, фонду, общественному фонду имени Ахмата Кадырова, я хочу поблагодарить лично президента Рамзана Кадырова, президента Чеченской Республики. Я хочу поблагодарить чеченский народ за тот вклад, который они внесли в восстановление. Ну и, безусловно, сказать спасибо нашим местным мусульманам, нашим томичам за восстановление действительно прекрасного здания, которое когда-то за Источье, здесь, это был один из центров Томска. Вы знаете, что это труд многих людей. Сегодня уже сказали, что огромное вложение сделал президент Чечни. И я хочу от всех томичей поздравить с зданием. Хочется быстрее зайти посмотреть, что там внутри. И сказать мира всем, согласия. Это то, что будет развивать мир. Это то, что есть в мире. Это будущее мира. Без согласия, без мира мы не можем жить. И единство – это то, что нас объединяет. Перед строителями стояла непростая задача – сохранить первозданный вид святыни, и им это удалось. Следуя старинным чертежам, внешний облик был обновлен. Существенных изменений коснулась внутренняя отделка. Это очень большая радость для мусульман. Очень счастье, только счастье. Просто мы удивляемся, что это такой очень красивый мечеть построили. Альхамдулиллах, мы очень рады, что остановили, что реставрировали. Всем, кто участвовал на этой реставрации, мы очень благодарны. Пусть вознаградит сам Бог их. 100 лет стояло здание, да, и вдруг нам вот какой-то случай, пожалуйста, какая радость, какое счастье, какой праздник. Пусть Аллах примет, вознаградит тех, которые внесли свой вклад. Мечеть – это дом Аллаха на земле. Украшением всех городов во всем мире это его основные соборы. А это тоже, я считаю, будет украшением для города Томска. По этой мечети конкретно мы обращались вплоть до короля Саудовской Аравии и не получили, к сожалению, никакой поддержки. И когда мы обратились к Рамзану Ахматовичу, он первый протянул руку, буквально не прошло и недели, как он направил сюда комиссию, направил сюда людей, которые все сфотографировали, сняли и очень быстро начали реставрационные работы. Рдеет за стабильность в нашем государстве, за единство его народов и является таким, скажем, надежным форпостом единства и мощности Российской Федерации. И та поддержка, которую он оказывает сегодня и религиозным деятелям, будучи политическим лидером,
она как раз говорит о том, что он как и политический лидер, но и духовная составляющая в нем, воспитанная его отцом Ахмад Хаджи Кадыровым, она сегодня имеется в его душе. И пусть Аллах Тааля благословит его за все его добрые дела. В ремонтных работах были задействованы лучшие специалисты. Реконструкция мечети стала еще одним шагом в укреплении единства между народами и конфессиями. Для нас это честь, потому что в Томской области вот эту мечеть историческая, занесенная в книгу как наследие культуры, он отреставрирован, приведен в сегодняшнее золотое состояние по воле Аллаха при мобильном содействии Рамзана Ахматовича Кадырова, нашего главы. Ислам сегодня в силе в Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин, когда приехал на первое заседание парламента Чеченской Республики, сказал, что Россия – союзник ислама. Он сказал это в Грозном. Для нас это очень значимо. خوشا علامش دیدوش خوشا عبادت دیدوش هر چور خزا دیدوش ایبان دینر و ایپاش رمزان نو تان وين ويدال خاستم بو وين يحكي يو اق وين خزا خيتقز هون الشيء из бог يحكي عن بو إذا мосу войны хоман. Долгожданное событие для томичей наконец-то осуществилось. Теперь у Красной Соборной мечети началась новая история. Эта святыня не единственная, которую удалось восстановить благодаря главе республики. Из средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова были построены мечети в разных регионах страны и даже за рубежом. Адем Хаджиев, Магомед Мударов, Новости 7. На неделе российские работники культуры отпраздновали свой профессиональный день. Торжественное мероприятие прошло и в столице Чечни. В Государственном театрально-концертном зале поздравить культработников приехал и глава региона. Открыл праздничную программу симфонический оркестр. На сцене также выступили самодеятельные и профессиональные коллективы, каждый из которых достойно представляет Россию на лучших театральных и эстрадных площадках мира. Звучали песни на русском, чеченском, кумыкском, аварском и других языках народов Чечни. Настоящим украшением концерта стало первое выступление детского танцевального ансамбля Центаройского дома культуры. Как отметил Рамзан Кадыров, этот концерт явился ярким свидетельством торжества пути первого президента Ахмада Хаджи Кадырова. В ходе празднования прошла и церемония награждения. За большой вклад в развитие культуры указом главы республики почетными знаками за трудовое отличие и званиями заслуженных работников были отмечены сотрудники районных домов культуры и музеев. Особую благодарность Рамзан Кадыров выразил министру культуры Чечни Хошбау Дедаеву, который за сравнительно короткое время сумел вдохнуть новую жизнь в работу подведомственных учреждений. Kultur belvats assuch oman belgakal fudon i al lawchina isen dawchina i belgawch i belgawchina da man soy kulturan don bo admi khalqan don belg besh qahlosh khli shu masalin khli shu don atadan masalin khulsh besh kizig bibat iz don da ma nislu da doktor что don shu train dukko dizan del shu tralarm bizan golden del shu doch tay shu del don ودقر الضخ دونه داله دادوخ دادوال شو пользуясь случаем благодарили саладар ой балды дона каюта угри дон рилак дош угри дон улак така угри дон динс дон ниси вош дона то о да иманат خين تخلو مدخل دعوه حواج دينا وصور دون عمل على دون الكولتورا uгри خلمتي كده استان شايبين تقابل فوق شاشة وبيج أو خز دوش اللي إيش هذا خير خير سينك فوتو شايبين جحيل أو دوش ولا يتشعبوا ديله هر دانا هو بيره وش أبرز عن إسلام سكيوش دانا هر دانا دين سيوش غلق سيسوبري وفرض هر دانا ومني سروين دانا هر دانا بيرك دي وين هو أو بيرك دالا وين دانا بوش بوش بيرك После основных торжеств в театрально-концертном зале Грозного деятели культуры продолжили праздник уже в столичном ресторане «Майдан». Почетным гостем вечера стал глава республики Рамзан Кадыров, который активно поддерживает начинания творческих людей. После беседы в неформальной обстановке вечер продолжился лезгинкой. И о других заметных событиях минувшей недели в нашей рубрике «Экспресс-7».
На неделе состоялся телефонный разговор между главой Чечни, королем Иордании Абдаллой II. В ходе диалога обсудили вопросы борьбы с терроризмом. Особый акцент был сделан на проблеме противодействия группировке «Близкое государство». Рамзан Кадыров выразил благодарность королю за принципиальную позицию в этом вопросе. Также стороны коснулись предстоящего чемпионата мира среди сотрудников спецподразделений, который пройдет в Хашемитском королевстве. Абдалла II отметил, что команда сборной России, сформированная из числа сотрудников МВД России по Чеченской Республике, успешно проводит тренировочные сборы, а также пригласил главу региона на соревнования. Сборная России, состоящая из сотрудников спецподразделения МВД Чечни, готовится к чемпионату мира среди силовых структур в Иордании. Участие в нем уже подтвердили 43 страны. Команда тренирует навыки по освобождению условно захваченного террористами здания и ликвидации террористических групп на расстоянии от 100 до 300 метров. Совершают марш-броски с полной выкладкой. По словам помощника главы Чечни по силовому блоку Даниила Мартынова, все бойцы показали отличные результаты, проявили волю к победе и преодолению трудностей. Он уверен, что команда России, сформированная из числа сотрудников правоохранительных органов республики, покажет отличный результат на чемпионате. Большой подарок от регионального общественного фонда получила семья Касумовых. Им вручили ключи от нового жилья. До этого многие годы они были вынуждены скитаться по съемным домам в Ингушетии. Глава семьи Адам Касумов погиб при исполнении еще в 2001 году. По поручению главы региона для них построили полностью благоустроенный дом. На новоселье многодетной семьи приехали представители власти и родственники счастливых новоселов. В столице республики прошла выставка популярного российского художника-пейзажиста Александра Шилова. Его картины выставлены во многих государственных галереях России и Европы. Одна из них была представлена даже в космосе. Копилки у автора есть произведения, посвященные и Чеченской республике. Изображение на полотне мечети сердца Чечни. Эту картину известный художник преподнес в дар главе республики, который, в свою очередь, удостоил Александра Шилова почетного звания «Народный художник Чеченской республики». И смотрите во второй части нашего выпуска. При сохранении самобытности этнических групп и взаимодействии с органами государственной власти. Они создаются с целью сохранения и развития традиций, обычаи. В Чеченской республике создана первая региональная национально-культурная автономия. Какие проблемы помогает решать? Общие нужды доводить до властей. И инфографика, как один из способов узнать о других народах больше. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. Толстолобик, белый амур и зеркальный карп. В республике начался сезон ловли. Насколько местные хозяйства покрывают потребности жителей в рыбной продукции? И как намерены ее разнообразить? Начато строительство форелевого хозяйства. Власти всерьез планируют заняться возрождением рыбной промышленности в республике. В республике создаются региональные и национальные культурные автономии. Общественное объединение призвано способствовать сохранению самобытности культуры и языка различных этносов, проживающих в регионе, а также более тесному взаимодействию с органами власти при решении тех или иных вопросов. Об их деятельности в том числе будет рассказывать и специально выпускаемая на разных языках газета. Расскажет Элина Халидова. Региональная национально-культурная автономия Кумыка в Чечне стала первой такого рода организацией в России. Она создана на базе районных культурных автономий Кумыков, Тёри и Тюзлюк в Грозненском и Гудермесском муниципалитетах. Кстати, свои муниципальные и национально-культурные автономии имеют русские, турецкие, немецкие, татарские и ногайские общества Чечни. Свою главную задачу подобная организация видит в экономическом, социальном, образовательном, а главное – в культурном развитии общества. Все региональные культурные автономии объединяет одна цель – сохранение пропаганды обычаев, традиций и своего языка. Это некие мосты между властью и различными национальностями, проживающими в республике. А особый статус наделяет такие организации определенными полномочиями. Как рассказывает председатель правления региональной национально-культурной автономии Зорбек Бекинин, создание таких организаций позволит лучше решать и доводить проблемы различных обществ до власти, проводить работу, которая будет знакомить людей разных национальностей с культурой и традициями того или иного народа. Основная задача – это во главе угла сохранение самобытности культуры, языка. Во главе всего стоит образование. Образовательный процесс у нас во главе угла. Будем развивать, выходить с предложениями к региональным властям со своими видениями и
мы чувствуем внимание и шаги навстречу. В Министерстве печати уже вышел первый номер газеты «Тюрк-Заман», в которой будет рассказываться о деятельности национально-культурных автономий на всех языках народов, проживающих в республике. Проводим совместные мероприятия. Недавно, буквально в конце прошлого года, провели, значит, конференцию, которая называется «Терские тюрки как культурный мост между Чеченской Республикой и тюркским миром». Были озвучены такие перспективные моменты для развития этих автономий. То есть это и привлечение и инвестиций в наш регион именно через тюркский фактор, да, то есть связь между тюркскими странами. В Кумыкской национально-культурной автономии уже составляют план работы. В череде поставленных задач реализация социальных и образовательных проектов. В том числе руководство организации надеется выпустить учебную литературу на родном языке для местных школ. Мы хотели создать, например, вот, какое-то предприятие маленькое или что-нибудь, чтобы инвалидов, например, чтобы они имели рабочее место свое. Можем птицефабрику маленькую открыть, можем выращивание рыбы создать. Есть вот, школьников привлечь поля, чтобы школьники работали, приводили пользу и для школы, и для села. Большинство населения села Брагуны – это кумыки. Пожалуй, одну из важных миссий берет на себя местный дом культуры, который посещает сельская молодежь. Здесь ребят обучают вокалу, хореографии, фольклору и различным кружковым работам. Некоторые из его воспитанников уже заявили о себе на большой сцене. У нас есть знаменитая наша уже на республику вокальная группа «Нур» и трио «Шатлых», которые периодически выступают на профессиональной сцене, я скажу, в концертном зале часто выступаем. Выступаем в различных фестивалях, конкурсах, которые проводятся в республике. Создание национальных культурных автономий открывает перед представителями разных этносов новые возможности развивать свою культуру, язык и доносить красоту их традиций до остальных. И самое главное – наладить пути к росту и развитию во всех направлениях жизнедеятельности. Элина Халидова, Магомед Мударов, Магомед Сулейманов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. Узнать об особенностях народов, проживающих на территории Чечни, а их более 40, теперь можно будет с помощью серии инфографики. Департамент национальной политики запускает новый проект «Этносы Чечни». Формат электронной версии позволяет распечатать изображение в виде ватмана, который может служить наглядным пособием для образовательных учреждений, библиотек и не только. То есть стать неким справочником народов. О том, какая информация будет представлена в сборниках и как скоро. В своем интервью нашему корреспонденту рассказал директор Департамента национальной политики. Что из себя представляет проект серии инфографики «Этносы Чеченской Республики»? Многие жители Чеченской Республики до сих пор не знают, к сожалению, сколько у нас в республике этносов, что Чеченская Республика – это не только чеченцы, русские, ингуши, но также представители других национальностей, которые всего в Чеченской Республике насчитывается более 40. Инфографика – это способ удобной визуализации данных, который можно использовать везде. То есть нет таких данных, которые нельзя было отразить в инфографике. Это статистические данные, всякие диаграммы, графики, кривые графиков и так далее. То есть это очень удобный инструмент, очень гибкий. И мы решили им таким способом собрать информацию. Дальше это будет уже в виде некой наглядной агитации для учреждений, для образовательных учреждений. Также это может в конце года уже вырасти в некий такой, наверное, справочник народов, который можно будет распространить среди библиотек нашей республики, о том, чтобы каждый человек имел к этому доступ. Ну и, естественно, инфографика, она очень популярна в сети интернет. Насколько мне известно, инфографика будет создаваться только на те этносы, где больше 1000 человек, жителей нашей республики. А сколько всего вообще вы подразумеваете раскрыть, именно рассказать, о скольких? Ну, всего, как я уже сказал, представителей разных национальностей в республике более 40. Мы решили остановиться на наиболее многочисленных малых народах, численность которых превышает 1000 человек. Их немного, это русские, кумыки, нагайцы, татары, турки, аварцы, ну и, несколько сказать, не этнос, а такое сословие казаки. То есть всего получается 7 таких малых групп,
который мы хотим отразить в инфографике. И помимо этого также будет выпущено несколько инфографик для обозначения как бы целой картины того, что происходит в Чеченской Республике. Это общая карта Чеченской Республики с отражением всех народностей и статистических данных, конфессиональная карта, то есть предоставление информации о том, сколько людей исповедует то или иное вероисповедание. Ну и, естественно, обязательно инфографика о самих чеченцах. А какие данные вы используете и каких специалистов привлекаете во время составления инфографики? В сборе информации у нас работают, в принципе, департамент национальной политики. Со стороны больше никаких специалистов мы не привлекаем. Единственные специалисты в области графического дизайна, которые все это выкладывают в такой красивый вид, оформляют. А данные используются в основном, это данные переписи населения разных годов. Также в ней отражаются данные о средствах заработка, которые тоже взяты из всемирной переписи населения. Одно дело знать об этносе некую такую статистическую информацию, которая кому-то скучна, кому-то интересна. Другое дело узнать его какую-то культурную особенность, да, то есть поговорки, которые наиболее распространены. А также у нас есть такое небольшое место в инфографике отведено для так называемого облака часто употребляемых слов. Подготовка к ней шла достаточно большая, потому что на сбор этой информации, казалось бы, да, всего лишь картинка какая-то, и там представлены какие-то графики, но на самом деле каждая шкала этого графика – это отдельная работа, которая иногда занимала месяц. Работа именно над инфографикой заняла месяц, потому что это как бы первый шаблон. А уже последующие инфографики уже других народностей, они будут, естественно, уже быстрее. Тут уже необходимо будет просто собрать те основные данные, которые мы до этого обрабатывали, передать их графическому дизайнеру, который их уже быстро, достаточно оперативно изложит уже в новой инфографике. Ну вот первая инфографика о кумыках готова. Как скоро люди, именно жители нашей республики, увидят это? Или будем ждать, пока будут готовы все этносы? Ну, у нас есть такой замечательный проект в министерстве, так называемый пресс-эстафета. И в течение всей этой пресс-эстафеты каждый месяц отведен той или иной народности. Месяц март был посвящен кумыкам, апрель будет посвящен казакам и так далее. И все вот эти 7 этносов будут в течение этого года, так сказать, освещены. И к 4 ноября вся серия инфографики будет закончена. Она будет выставлена в центре Грозного в виде баннеров. Каждый сможет подойти, ознакомиться. И тут же после этого, когда вся эта инфографика будет собрана, она будет представлена в виде некого такого справочника народов. Но уже сейчас каждая инфографика, которая будет выпускаться, она доступна в сети интернет на сайте министерства, втором сайте министерства, неофициальном, сайте этнопортале народов Чеченской Республики, где будет располагаться вся оперативная информация о малых народах, а также инфографика. Вы планируете как-то этот проект развивать или он одноразовый? Несомненно, проект должен развиваться. Естественно, каждый год данные меняются, например, данные о количественном составе. Да? Поэтому инфографика она будет актуальна именно каждый год. Та же инфографика, может, она поменяет свое название, но в этой инфографике можно отразить то, как культурно выражает себя тот или иной этнос, какие песни, какие музыкальные инструменты, допустим, там привлекается для этого. Частушки и так далее. То есть информации море, и остается только собирать информацию и вкладывать ее туда. Ну, думаю, нашим жителям будет интересно узнать о других народах. Желаю вам удачи в этом проекте. Спасибо за интервью. Министерство сельского хозяйства всерьез подумывает о том, чтобы возродить рыбную промышленность в Чечне. Пока этим промыслом заняты в 5 районах республики. В основном выращивают так называемую товарную рыбу – малек, белоамур, зеркальный карп. В ближайшем будущем планируется запустить и форелевое хозяйство в городе Аргун. Одной из главных задач на краткосрочный период считают увеличение объемов производства, чтобы полностью покрыть потребности всей республики, рассказывает Елена Халидова. Разводить рыбу в этих местах начали еще в советский период. В 70-х тогда Куларинское специализированное рыбоводческое хозяйство было одним из крупных в Чечне. Продукция поступала не только на местный рынок, много покупателей приходилось и на соседние регионы.
Статус былой славы местные производители стараются понемногу поддерживать. За возрождение рыбной промышленности в этом году собираются взяться не на шутку. Министерство сельского хозяйства республики уже думает, как говорится, взять рыбу за жабры. Пока мы выходим на местный рынок, потому что потребность мы не можем полностью удовлетворить, нет таких объемов. У нас, мы же построили, еще полностью не запустили, у нас есть цех по переработке рыбной продукции. Консервы, вяленая рыба, сушеная рыба. Мы же пробную продукцию делали, выставляли на ярмарки, на выставки, и что наша продукция, в принципе, неплохого качества у нас выпускается. Точек производства и выращивания рыбы в республике в основном 5 в Росмартановском, Грозненском, Гудремесском, Наурском и Чхаймартановском районах. Большая часть водоемов в пользовании республиканского специализированного рыбоводческого предприятия, расположенного на территории Куларинского сельского поселения. Здесь содержится 56 водных объектов. На территории находится первый и пока единственный в республике цех по переработке рыбной продукции и консервов. Товарные рыбы производить дешево, рыбу малек производить дешево. На сегодняшний день шамасу водоем зарыбленный, аргуля ешь форелью хозяйства, Наурский район цехи филиал, цега ишь зарыбляет беш, бал беш тут. Рыб по всей республике его становить деш, ходош тут. Перспектива, хочу говорить, перспективщу, или ездишь. В этих прудах выращиваются разные виды рыбы – зеркального карпа и белого амура до толстолобика. Процесс начинается с мальков. Чтобы она превратилась во взрослую рыбу, нужно 2 сезона – весна-осень. Хамзат Закриев здесь уже 3-й год. Как рассказывает рыболов, в день в хозяйстве вылавливают до 200 килограмм рыбы. Ежегодно объемы производства товарной рыбы тоже растет. Только в прошлом году в республике произвели до 700 тонн рыбы. В Министерстве сельского хозяйства Чечни надеются, что в рамках возрождения и развития рыбной промышленности в республике объемы в этом году удастся значительно увеличить. Более того, здесь рассчитывают, что значительно развить эту сферу можно будет и за счет завершения строительства форелевого хозяйства. Элина Халидова, Магомед Мударов и Абубакар Збараев. Новости 7. Это были все наиболее заметные события за минувшую неделю. Я благодарю вас за внимание. Адикиош Маша.